Мендифт Энкер Монахс. Разрешите представиться, Мучкинова Джема Станиславовна. Икидерведа оргакна хамрыны зеренемген. Бузавы бемдекне күйкін. Я создатель и руководитель двух общественных организаций, которым более 30 лет. Ассоциация детей и подростков Республики Калмыкия «Хамдан» и студенческий педагогический отряд «Солынг». Так уж получилось, что на протяжении 20 лет я работала в Министерстве по делам молодежи и занималась как раз подрастающим поколением молодежной политикой республики. И так получилось, что на протяжении этих 20 лет я знакомилась с молодыми людьми, общалась. И для того, чтобы молодежная политика давала положительные плоды, мне приходилось знакомиться и с теми вопросами, которые стояли перед государством, а более всего с теми вопросами, которые были очень близки для наших молодых людей в калмыцком воспитании, в калмыцком проживании, в калмыцком обществе. И когда я стала более глубоко копаться во всех этих вопросах, я поняла, что очень необходимо не только ознакомиться с нашим национальным воспитанием, но более всего обратиться к тому, чему нас учили наши эджи-авы. К великому сожалению, мы сегодня констатируем факт, что то наследие, которое оставили наше старшее поколение, к великому сожалению, не приживается в обществе. Мы живем в Европе, имеем принадлежность к монгольскому обществу, но, к великому сожалению, мы не европейцы в душе, и по образу жизни мы не монголоиды. И когда наблюдаешь эти вещи, становится не просто обидно, а досадно, что мы не сохраняем свою идентичность. Мы вообще удивительный народ. Если наши предки смогли при таких сложных условиях, в которых они жили, прижиться в этом обществе, в европейской части России, то мы должны научить своих детей вспомнить то, через что прошли наши предки. И это им поможет в сегодняшнем дне. Знаете, когда я начинала заниматься с молодежными организациями, с детьми нашей республики, мне вспомнились те слова, которые до меня доносила в свое время моя мама. Она 26-го года рождения, сирота, и я удивляюсь, откуда эти у нее знания калмыцкого воспитания. И как и все дети, и сегодняшние дети, и дети того времени, того периода, конечно, я не хотела слушаться. Мне хотелось жить в том обществе, в котором жили мои друзья, одноклассники. Мне хотелось вести тот образ жизни, который вели мои друзья. И когда мама говорила о том, что все, что я сегодня имею в этот период, 12-15 лет, я имею благодаря своему отцу. Бурхын. Для меня это было дико. Как это Бурхын? Это мой папа. Как хочу, так и называю, как хочу, так и живу. И при этом она внушила моим братьям, что надо папу называть на «вы», маму на «вы». И мама всегда, всю жизнь обращалась к нашему отцу на «вы». Единственное, я одна в семье выбилась и хотела называть на «ты» и называла на «ты». Сегодня я понимаю, что это была ошибкой. Ежели б я их называла на «вы», и это обращение, уважение к моим родителям, я бы пропитала через себя и могла бы это внести своим детям. Но поскольку я не вникла в это, поскольку я не пропиталась этим духом,
Сегодня мои дети ко мне обращаются на «ты». Своего отца называют на «ты». Но понимание того, что папа Бурхан, и что без папы никак не может состояться моя жизнь человеческая, вот это я в себе не только внушила, но это вот через всю мою жизнь прошло. Папа прожил всего 50 лет, но он остался в памяти моей Бурхан Булат. И человек, который все мои желания исполнял. Ну, я так вот понимаю сегодня, для тот период мой отец был для меня не просто Бурхан, а тот человек, который исполнял мои желания. Но, исполняя мои желания, мама научила: отец, если ты от него что-то хочешь, ты его прежде всего должна уважать как личность. Ты носишь его фамилию. И ежели ты что-то совершишь, ну, скажем, не совсем хорошее, это прежде всего отразится на его личности, на его месте в обществе, на его родителях, которых нет, которых я не видела никогда, но фамилия-то у меня, моих Эджи Авы, фамилия моего отца, и она настолько внушила не просто уважать, а любить и боготворить эту фамилию. Я ее через всю жизнь пронесла, вот это уважение, и она это внушила не только в мое детское время, но и когда я была студенткой. То же самое, я должна хорошо учиться, себя прилично вести. И мама Кельдеквиля, я за тобой не угонюсь. Почему? Потому что ты живешь вне меня. Ты живешь вдалеке от меня, и каждый день следить и внушать тебе я не в состоянии. Но если ты не хочешь опозорить свою фамилию, если ты не хочешь опозорить свой род, будь добра, помни всегда о своем отце и помни всегда о своей фамилии. Я не думаю, что моя фамилия там чем-то что-то внесла огромное, значимое для республики. Нет, я не видела своих ни Эджию, ни Аву, но я видела всегда своего отца. И вот это понимание фамилии по сегодняшний день для меня очень важно. И я сегодня, когда уже появились у меня свои дети, и когда я выходила замуж, меня выводили из дому, и мама мне в спину говорит: ну, ты не опозорила фамилию отца. Кстати, она все время говорила по-колодски. Вот. А сегодня, пожалуйста, не опозорь фамилию мужа и свекра. Я сопсихочтумерла. Люди выходят из дома, улят, а мне в спину эта мама говорит. Вот. И я думаю, как это важно, что она это сказала. Потому что потом, когда я уже в замужестве вспоминала эти слова, и вот знаете, как опять же вот Бурхан, все время они меня преследовали, эти слова. Не опозорь фамилию мужа, не опозорь род мужа. И, видимо, вот это внушение мне потом помогло. Почему? Потому что она мне всегда говорила: ты вот опять же в спину прими братьев и сестер как родных. Это ведь тоже я жила дурндам, что хотела, то и делала, что хотела, то и имела. И вдруг мне надо чужих людей принять как родных. И то есть вот потом, когда она приезжала, видимо, проверяла, как я живу. Вот, и она говорила: если эти 3 брата не будут заходить в дом друг друга, это будет твоя прямая вина. Вот это внушение по сей день. 3 брата должны не просто там дружить, любить, уважать друг друга. Они должны заходить каждое утро в дверь друг друга, здороваться, желать добра друг другу. И таким образом понимаешь, что я вот Бергун Булат, у меня появляются люди, новые родственники, я с ними должна не просто общаться, а уважать их происхождение, любить их детей, как своих родных детей. Вот это все внушение, слава Богу, все-таки уже в замужестве я поняла. Может быть, мне бы хотелось жить, как и дома, дурндан,
Но вот то, что я уже ношу эту фамилию, что я вот вошла в эту семью, очень сильно повлияло. И вы знаете, когда я стала работать с молодыми людьми, я поняла, что я сходила в ЗАГС, узнала процент разводов в наших семьях и была в шоке. 52% разводов. И тот период, когда я это узнавала, самый большой процент разводов пришелся на Целинный район. И это меня ужаснуло. Почему? Потому что, вроде бы все женятся по великой любви, вроде друг без друга жить не могут, а расходятся-то хорошо еще год проживут, а расходятся буквально там через месяцев 5-6. Почему так? Почему наши семьи такие некрепкие оказались? Если вот сравнить наших Эйчнер, Аунер, они жили долго, там 20, 30, 50 лет, проходили через море всякого рода проблем, они проходили рука об руку, спина в спину, а наши молодые люди, вот немножечко проблема случается в жизни, все разбежались. Разбежались-то ладно, если нет детей. А когда дети остаются, как правило, остаются с мамой, а дети, особенно девочки, недолюблены своими отцами, никогда не станут принцессами и королевами. Они всегда будут чувствовать вот эту обездоленность. Наши дети всегда, девочки, будут чувствовать, что за их спиной нет того человека, который бы их поддержал, который бы им помог. Оглядываясь назад, каждая девочка всегда надеется на помощь, понимание отца. Даже не мамы, а именно отца, потому что он ее защитник. Это тот человек, который все время ею восхищается. Это тот человек, который не просто любит, а дарит свое внимание ей. И когда вот это происходит, я всегда думаю, молодые люди, папы, а вы понимаете, что вы оставляете? Вы понимаете, какой вы грех совершаете перед теми людьми, которых вы оставляете. Хорошо, если вы с ними общаетесь, но ведь многие папы уходят из семьи и зачеркивают всякое общение со своими детьми. Разве мальчик вырастет защитником мамы? Разве мальчик вырастет сильным мужчиной? Да, конечно, нет, потому что папа его этому не научил. Мы потом понимаем, прожив там 5-6 лет, какую ошибку совершили. Вот, мы хотим вернуться в семью, но уже поезд ушел. Уже нет той любви, которую вам подарили, дорогие папы. И многие уже потом через некоторое количество лет понимают, какую они ошибку совершили, оставив своих детей. И вот эти вещи, которые я увидела уже работая в министерстве, я думала о том, что это надо начинать где-то в студенческие годы работать с молодыми людьми. Когда мы начали со студентами работать, я поняла, что это уже поздно. Оказывается, надо со школьной скамьи все это говорить, все это внушать, чтобы не было вот этих скороспелых свадеб, чтобы не было этих многомиллионных свадеб, когда родители стараются не упасть в грязь лицом и в долги влазят и так далее, и устраивают вот эти шикарные свадьбы, которые потом заканчиваются пшиком. Вот когда это стало понимать, я поняла, что надо начинать с малых лет. И работая создавая ассоциацию детей и подростков «Хамдан», я поняла, что надо работать с этими детьми, надо говорить с детьми, надо внушать детям о нашем калмыцком народовоспитании. Сколько прелести в этом воспитании, сколько добра в этом воспитании. Дети знают, что их любят, тем более их сегодня 1-2 человека в семье вот таких детишек, и более в больших семьях понимают это любовь, внимание друг к другу. А в малочисленных семьях, к сожалению, великому, дети вырастают эгоистами. И к великому сожалению, конечно, эгоизм не просто появляется с ними на белый свет. Это мы порождаем эгоизм.
дедушки, бабушки. Почему? Потому что один единственный внук или внучка, и, естественно, она для нас бурхан, а для родителей тем более. И поэтому эти дети, к великому сожалению, не всегда приспособлены к жизни при вот таком воспитании. Если ребенок будет воспитан в народных традициях, даже вот в малом количестве, он не будет эгоистом, он будет думать о том, что его окружает. К сожалению, великому, молодые родители, воспитывая вот этого эгоиста, не понимают о том, что они тоже постареют. Мы-то проживаем жизнь, и она, вы знаете, настолько быстро пролетает, что даже неожиданно ты понимаешь, что ты уже стареешь. Ты понимаешь, что силы тебя покидают, что ты не всегда даже можешь сам себя обслужить. И тогда, дорогие мои, не всегда есть надежда на наших детей, потому что они выросли для себя, они живут для себя. И все остальное их не волнует. Наша немощь, наши беды, наши проблемы уже тогда их не волнует. И тогда, вот знаете, когда мы говорим, как же так сдали в стардом? Да потому что мы понимаем, что в стардоме нам где-то будет легче. Нас не будут упрекать за то, что мы там лишний раз пролили еду, лишний раз разбили посуду и так далее. Это сегодняшнее наше воспитание. Сегодняшнее. Если мы детей не научим любить себя, уважать себя, и если мы, например, скажем, когда ребенку уже будет много лет, а нам будет тоже много лет, и скажем, что я тебя воспитала, что я тебе отдала все свои силы и так далее, а вот сегодня ко мне нет внимания. Уже поздно. Уже будет очень поздно. Вот это все мы сегодня даже должны внушать нашим детям. И вот когда мы проводим занятия с нашими ребятами в ассоциации, мы как раз об этом говорим, что мы сегодня молоды, мы сегодня красивы, у нас столько сил, у нас такая шикарная жизнь впереди. Но надо понимать о том, что люди, давшие вам жизнь, будут стареть. И если вы сегодня не научитесь их любить, если сегодня вы не научитесь их жалеть, потом будет поздно. Такая же будет отдача со временем и вам. Сегодня вот мы, когда проводим наши мероприятия, только по желанию детей. То есть они выбирают сами те мероприятия, которые бы хотели. И меня, знаете, удивило, что первым мероприятием, проектом, который они реализуют, посвящен мамам. Вот 8 марта они для наших мам, вот это и дань уважения, это дань любви и так далее. Но самое главное, что дети сами посчитали, что это самый главный проект в их жизни. То есть отдать дань нашей маме. Если дети это сегодня понимают и дальше так будут идти, ну это просто великолепно. Значит, тут где-то проявляются и нотки народного воспитания, и современные, скажем так, тоже вещи сегодня дают о себе знать. Вот. И когда вот мы с ребятами еще вводим такие понятия, как, допустим, командир отряда или командир там объединения и так далее, это человек, который нас возглавляет. Это тот человек, чьи, так сказать, мысли, чьи цели мы сегодня претворяем в жизнь. И этого ребенка мы учим быть ответственным за тех людей, которые его окружают. Это ведь тоже так было в наших семьях, когда старший сын ответственен за стариков, которые живут в этой семье, за своих родителей, за братьев, сестер и особенно за племянников. И вот особенно я всегда вспоминаю старший вот в семье Баджи, Бава, когда гагашки наши многочисленные, уважаемые, это ведь идет оттуда, из старины. Когда я стала гагашкой, так, в 16 лет, вот папа сказал, вот племянник родился, папа сказал, это гагашка, это Гага. И вот по сей день я Гага. Хорошая, плохая, но я Гага. И вот это, вы знаете, вот понимание того, что я Гага, свою ответственность накладывает. Я тоже ответственна за их жизнь.
Я тоже ответственна за их образ жизни. Ну, где-то поругаю, где-то поглажу. Но я Гага. И это пришло из семьи. Вот. Ава, Эджи — это вообще самое ценное. Я все время вспоминаю, когда ходила, например, к своим подругам, ну и тоже вот у них старики жили. И когда Эджи говорит: «А в наш чуна?» Ну, у меня уже, к сожалению, к тому периоду не было, они в Сибири остались. И Ава, и Эджи. «А в наш чуна?» Готовьте обувь ему. И дети на перегонки бегут к дверям, готовят Аве обувь, тапочки. Вот меня тогда настолько это поразило, у меня не было их. А я бы вот так бежала бы к Аве. А если Ава немного выпивший, это не имело значения, потому что Эджи внушила им: это ваш Ава. Это вот то достояние этой семьи, на которое они молятся. И в любом состоянии. Выпившим, не выпившим, хайкерс, валивается Ава, все, тапочки на ноги. Аве в кружку чая подать. Потому что Ава где-то был, что-то работал, не работал. Но кружку чая Аве надо подать, подогреть и подать. И вот я видела, как это делали мои там подруги, одноклассники. И вот это меня удивляло. То есть мы воспитаны были в таком духе, что отец вот идет, и мы должны как бы его встретить. А ведь, оказывается, гораздо раньше мы должны были обратить внимание на Аву Эджу. И вот это сегодня, я уж не знаю, как моим ровесникам, но мне помогает жить. Почему? Потому что своих детей я воспитала в величайшем уважении к своему свекру. По сей день, может быть, свекр, мне не хватило по молодости оказать ему знаки внимания, которые должна была я оказывать как снока, но я детей воспитала вот так, как меня мама учила. Тана Афтун — это просто вот тоже бурхан. И мои дети сегодня, наши племянники, в великом уважении воспитаны к Аве и к Эджи, которые дали им жизнь. В великом уважении к фамилии, чтобы они достойно эту фамилию несли. Сегодня мы уже младшим племянникам говорим: что бы ни случилось в жизни, вы должны помнить, чью фамилию вы носите. Вы носите фамилию своего отца. Это номер 1, номер 2 — фамилию своего Авы. И пусть там уже Ава на небесах успокоится, и пусть Ава понимает, что мы не позорим его фамилию. Я вот думаю, то, что моя мама, сирота, внушила мне сегодня, оно мне лично, мне очень помогает. Мама меня научила тому, что человек стареет, молодость очень скоротечна. И сегодня в этой семье я должна состояться как Имгн. Мне 25 лет, а я что, Имгн? Я возмущалась, я ругалась с мамой. Вот. А потом я поняла, как она была права. Если ты живешь в этой семье, в этом окружении, в окружении этих племянников и так далее, и мои свекрови жили тоже по калмыцким законам. Свекрови вот отца нашего всегда называла Тагет. Вот мы тоже отца все зовем Та. По имени ни в коем случае. Вот даже род, откуда мы родом, вот я сегодня знаю, что Хамрын Юзерин Имген, а так они вообще немножечко иначе называются, но мне нельзя называть Хадумлат. Вот, это очень важно, и сегодня вот мы с мужем прожили 45 лет. 45 лет я в этой семье, и вот эти вещи, которые внушили, чему научили свекр со свекровью, я по сей день соблюдаю это. Я по сей день придерживаюсь это. Я помню, я смеялась, когда свекровь моя, братьев мужа, родственников называл там Юран папи, Сагларен мама. И мне было это смешно, потому что я как бы с этим не сталкивалась. А оказывается, на Хадумла так называла.
Вот и по сей день у нас вот племянник носит, даже внучатый племянник, носит имя нашего отца моего мужа. И мы его по имени не называем, мы его как угодно называем. Вот, но имя должно таким образом сохраниться. И вот нашим племянникам мы говорим о том, что вы тоже, девочки, выйдете замуж. И вот эти традиции, которые внушила наша Эча, мама моего мужа, мы должны с вами не просто впитать, а сохранить. И чтобы вы эти традиции дальше понесли. И вот, допустим, кто является кем по отношению к кому, мы сегодня внушаем нашим девочкам, потому что, придя в чужую семью, вы будете снохой. А вот эти традиции этой семьи понесете вы, девочки. Значит, вы должны изучить все, что касается этой семьи. Конечно, это сложно сегодня в понимании наших девочек, потому что многие мамы, как говорят: дочь, не переживай, не получится семья, вырастим. С детем придешь, вырастим, у тебя здесь угол всегда есть. То есть мы изначально наших девочек настраиваем на то, что ты можешь всегда разойтись, и не проблема, ты всегда будешь под сенью нашим, мы тебе поможем. Ну, по большому счету, я своим ровесникам хочу сказать, настраивая таким образом, мы уже их настраиваем на развод. А мы уже будем в возрасте, и нам не совсем легко будет помогать нашим девочкам, дочерям. Поверьте, это реально так и есть в жизни. Вот, и поэтому, если мы все-таки внушим нашим девочкам уважение к этой семье, в которую они приходят, как это внушили наши мамы, ну, это будет лад всегда, это будет понимание всегда. И вот я, например, с великим уважением отношусь к тому, что моего мужа все племянники, все снохи называют Бава. Это здорово, оказывается. Это просто великолепно. То есть ему сегодня 67 лет, он пользуется большим уважением в семье, и всегда вот он приходит, его и накормят, и всегда вот место ему найдется в этой семье. Все племянники называют его Бава. Если Бава что-то сказал, но не всегда верно, снохи звонят, мне говорят, что Бава сказал, что вот так надо сделать. А нам кажется, что вот немножечко по калмыцким традициям не всегда так надо. Потом я нашего Баву переубеждаю, что так не надо делать. Что согласно наших вот по вере традиций надо вот так сделать. Ты перезвони своим снохам и скажи, вот так надо сделать. Вот, поэтому это очень важно. И они ждут, когда Бава позвонит и скажет, надо вот так делать. И я вот думаю, что вот это народное воспитание, и нам сегодня легко с Бавой, так сказать, вот на окружении наших братьев, наших вот сестер, в окружении наших многочисленных племянников. Почему? Потому что слово Бавы очень важно. Мне сегодня очень приятно быть Ака. Я вначале не понимала, мне не совсем это нравилось. Я же была молодая, и вдруг я Ака. Нафиг мне это надо? Но я сегодня понимаю, как это здорово быть Акой, быть уважаемой Акой. И я рядом с Бавой всегда, за его спиной. И если Баве что-то подают, и Аку не забудут. Вот это все воспитание с годами приходит, и понимание с годами. Но мне это в свое время внушила моя мама. Вот то, что в этой семье, вот эти традиции, не иди наперекор. Ты слушай, как принято в этой семье. Прими это для себя как закон. И эндер булхла, я думаю, вот эти законы калмыцкие нас готовят, по большому счету, к старости. То есть мы проживаем жизнь. Кто-то больше, кто-то меньше. Но проживая эту жизнь, мы же стареем. А в старости у нас уже вот, ну, я уже говорила о том, что силы покидают и так далее. И к нам остается только уважение и то, что было заложено в детстве у этих молодых людей. То есть вот уважение к старшему поколению. И вот то, что сегодня, например, Бава попросит своего племянника сделать, он все бросит и прибежит помочь своему Баве.
Если я попрошу, он все бросит, прибежит помочь Аке. И если наши дети, наши внуки, вот мы их сегодня воспитываем в огромном уважении к нашему племяннику, он у нас один. И они его все называют Баджа. Баджа с ними играет, подкидывает, подбрасывает и так далее. Баджу они увидят, они все бегут на перегонки, потому что это их Баджа. И мы счастливы того, что мы пошли по пути вот наших родителей, и вот эти традиции сохранили. У нас наши гаги, наши эджи. Малыши наши всех вот наших гаг называют Эджа, Гага, Лена. Эджа, Таня и так далее. Вот добавляют все эти, но они все остаются у нас эджами. Это так здорово, и я думаю, вот это вот то, что внушили и в нас воспитали наши эджи, наши родители, сегодня мы должны, просто обязаны продолжить не только в наших детях, а в наших внуках. Почему? Потому что внуки для нас сегодня самые драгоценные. То есть то, что мы не успели сегодня внушить, воспитать наших детей, мы воспитываем в наших внуках. И поэтому, если мы будем воспитывать, и вот то, что вспомнится нами в наших семьях, что было принято, мы тогда сегодня воспитаем не просто здоровое поколение, но очень уважаемое поколение. Сегодня наши дети стремятся получить образование. Это просто великолепно. Наши дети стремятся получить образование за пределами республики. Москва, Питер и так далее. Но, уезжая за пределы республики, мы уезжаем с тем объемом культуры поведения, с тем объемом культуры общежития, который заложен в наших семьях. А всегда ли этот объем помогает нашим детям состояться вот в этих городах? И всегда ли мы нашим детям внушаем: ты уезжаешь в чужой город, ты будешь жить с чужими людьми, а сможешь ли ты там с ними найти общий язык? Это очень сложно. И если мы сегодня наших детишек не научим жить в чужом обществе, уважая чужие традиции, уважая чужую землю, по которой мы ходим, тогда им будет очень тяжело. Очень тяжело. Я вот с этим сталкивалась. И поэтому я всегда говорю нашим деткам: вы приезжаете в чужой город. Я не знаю, вот, наверное, об этом вы знаете, что как бы на каждой земле есть свой хозяин. У нас с вами Цаханавы. В Москве, в Питере свой хозяин земли. И если мы не преклоним колени, если мы не попросим хозяина земли помочь нам в этом городе утвердиться, в этом городе добиться успеха, получить образование и так далее, там идет обрыв связи. Вот я своим ребятам говорю, вот хамдановцам: вы уехали, учитесь, дайте хозяину земли от своей первой степени там копеечки где-нибудь под кустиком оставьте, конфетку, печенье оставьте где-то под кустиком, оставьте для хозяина земли, и вам будет тогда легче в этом городе. Я не знаю, вот родители говорят или нет своим детям, вот я так говорю своим хамдановцам. Может быть, не каждый родитель это примет, но поверьте, это пришло с тех пор, когда вот я была девочкой, молоденькой, мне об этом говорила мама. Вот если ты уедешь из дому, то ты должна помнить о том, что ты будешь ходить по земле, у которой есть хозяин. Если он тебя не примет, значит, он тебя не примет. Если ты ему поклонишься, если дашь ему вот хотя бы конфету, печенье, тебе будет легче жить в этом городе. Этот город тебя примет. Вот. Это вот прям чисто то, чему меня научила мама. Что говорят вот, очень много... Мне нравится слушать лекции Геннадия Корнеева, очень поучительные. Мне нравится слушать лекции Гиши Юнтена, потому что
там много такого, что нужно нашим детям, чтобы состояться в этой жизни. И там очень много связано именно с нашим менталитетом калмыцким, с нашим народным воспитанием. И если мы не будем помнить то прошлое, через что прошли наши предки, то сегодня мы не состоимся как личности. И поэтому сегодня мы, воспитывая своих детей, должны помнить о таком понятии, как род. Род – это фамилия. Это идет от определенного человека. Ну, у нас принято до 7-го колена знать свой род. Но если мы будем знать еще дальше, это было бы здорово. Почему? Потому что ведь каким-то образом сюда пришли наши предки. Каким-то образом они выделились. Ну, где-то мы узнаем, какие были ханы, там, их последователи и так далее. Но не каждый вот там Манджиевы, Саджиевы и так далее знают о своих предках. Вот еще, знаете, когда мама говорила, что мы можем опираться на род таким образом, когда они жили в Сибири. Когда вот выслали калмыков, и когда жили в Сибири, насколько это было тяжело, и было тяжело для людей слабых духом, потому что не все оказались сильными. Вот. И люди слабые духом там, к сожалению, потерялись вот в этом обществе, в этом окружении. Вот. А те, кто оказались сильными, они не просто выжили, они помогли выжить своему роду. Ведь они помогали не только физически, но и материально, они помогали питанием и так далее, вытаскивали своих и самых тяжелых, скажем так, работ и так далее, и старались вот, чтобы не только старики выжили, но и еще, и самое главное, уделяли внимание детям. Дети те люди, которые возродят род. И поэтому они прям вот максимально старались уделять внимание именно детям. Я когда вот слышала, допустим, вот когда бомбежка была в Листе, родственники здесь жили, и вот говорят, что бабушка хватала швейную машинку, хватала внука, девчат бросала и убегала прятаться от бомбежек. Девчата выживут, они все равно где-нибудь выкарабкаются, кошки. А внук – это продолжатель рода. И вот машинка с внуком – это самое главное. Я когда это услышала, я была в шоке. А вот сегодня я еще... А тут провожу параллель, мама мне учила. Когда она еще была жива, у меня была дочка. Она говорила, ну, возможно, ты сына еще родишь. Это очень нужно для рода, для продолжения рода. Но ты должна, вот как только возьмешь сына на руки, ты должна понять, да, он продолжатель рода, да, он носитель фамилии, но ты его родила для чужой тетки. Я была в шоке, как это для чужой тетки? Это же мой ребенок, это же я его выкормлю. Вот. А потом стала понимать, а так оно и есть. Я сына ращу, да, я его обожаю там, и так далее. А потом приходит время, когда он уходит от меня. Он уходит, ну, даже мы живем в одном доме. Но он уходит другой женщине, которую я не знаю. И он ее любит. И вот это понимание, что он ее любит, она для него сейчас все. Если он не будет ее слушаться, идти по тому, что она говорит, а все время глядываться, а моя мама сказала так, а мой папа сказал так, семья не состоится. И вот я должна сына отдать с легкостью в сердце, а не все время призывать сынок, вот, и свое там наговаривать. А в нашей семье так принято. Сноха это должна просто научиться и понять. Это очень, оказывается, тяжело отдать своего сына чужой тетке. Его не было, моего сына, а мама меня уже этому учила. Вот. И когда вот он женился и так далее, но она говорила, главное, внуки, они должны быть рядом с вами. Но не всегда получается, что рядом. Вот. И вот это понимание, что отдала чужой тетке, я сегодня это прям, вы знаете, настолько поняла. Почему? Потому что во многих семьях, к великому сожалению, мамы не отдают сыновей. Вот так вот около себя держат. Вот. Но не всегда же мы живы будем. А потом вот эта привязанность к мамам,
Вы знаете, нашим сыновьям мешает, когда мы уходим из жизни. Потому что наши сыновья все время потом оглядываются. А как же я без мамы? А как же без ее совета? Да, маму надо любить, маму надо боготворить. Мама — это все, она дала жизнь. Но мама должна понимать, что у сына своя жизнь. И у сына есть женщина, которую он любит. Это очень тяжело принять. Вот, но мама меня так научила, сегодня мне легко. Мне легко, конечно, Саха не всегда будет удовлетворять, так сказать, мои потребности и так далее. Но она, девочка, чужой человек. Она пришла из другой среды, в ее семье там свои традиции и так далее. Но если я ее не приму, то у моего сына ничего в жизни не получится. Я поэтому ее принимаю такой, какая она есть. И я ей где-то подсказываю. Сильно много тоже нельзя. Почему? Потому что мы ее сломаем. Мы ее сломаем, ломая под себя. Так не бывает. Это уже взрослый человек. У человека уже есть свое понимание жизни. Это только и лет. Это тяжело, конечно. Но если вы хотите счастья своему сыну, вот я считаю, что моя мама в свое время была права. Вот. Тоже нельзя отпускать. Дурындан тоже нельзя отпускать. Ну да, конечно. Вот. А если в это время еще говорить, например, своей свахе, кого ты воспитал, ну это вообще идиотизм. Я знаю, что многие на этом ругаются, и из-за родителей семьи разводятся, и есть такое. Это очень такое дело, ну, они прожили так жизнь, у них такие традиции, и у них такое понимание жизни. И вот когда два человека сходятся из разных семей, из разных родов и так далее, и нет этого понимания, ну, очень много зависит от нас, от женщин. Надо принять то, что есть. И очень важно, чтобы мы, женщины, если даже род, ну, не прославился там какими-то особо, нету ни героев там соцтруд, да, героев Советского Союза и так далее, это надо создать, надо вспомнить, какие были авы. А может быть, это человек слова был. У нас тоже, к сожалению, не всегда слова и дела соответствуют. Но если, например, человек не всегда там занимал высокое положение, но на том уровне, на котором он находился, был уважаемым человеком, вот это надо понимать. То есть вот это умение держать слово сегодня дано не каждому, к великому сожалению. И моя мама кильда, что наши мужики пустословны. Вот она это говорила. Вот, и она говорила: сына своего научи быть хозяином слова. Ну, не всегда это, конечно, получается. Конечно, это жизнь. Вот, но то, что она говорила, я это сегодня понимаю. И своих детей научить просто жить тоже невозможно, не оглядываясь назад, не уважая семейных традиций. Вообще об этом можно говорить очень много. И мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, мы оглянулись бы на тех стариков, которым уже далеко за 80. Вот как они прожили жизнь, как они выжили в Сибири и так далее, как они вот в эти тяжелые годы, 90-е годы, как они выжили. Вот 90-е годы, когда наши мужики просто лежали на диване, но они потерялись. Они не знали, куда себя приткнуть, без работы, без всего. Кто-то оказался шустрее, кто-то оказался слабее. Что мы, женщины, сделали? Мы наших мужиков окончательно закопали. Мы их не поддержали. Мы требовали деньги, мы требовали положения и так далее. Но годы были такие тяжелые. И если мы тогда не поддержали их, то сегодня уже мы имеем результат негативный. Поэтому, вот знаете, те годы тоже, вот те, кто был силен духом, те, кто все-таки следовал народным традициям, те смогли выжить, на мой взгляд. Может быть, я и не права. Но, на мой взгляд, да, это было сложно и так далее, но вот выжили благодаря тому, что все-таки муж – это глава. Плохо, хорошо ли, но он глава. И очень сложно, конечно, когда вот, если не воспитали уважение к отцу,
маловероятно, что воспитали у своей дочери уважение к мужу. А вот это уважение все, оно ж потом воспитывается в детях. И если вот я помню, когда мы там балуемся или что-то не так сделали, и мама говорила: «Сугар, не так поступает». Папа не ругал, папа никогда не бил. Папа говорит: «Что мама к тому сказала? Что наш прокурор сказала?» Все, папа сказал, что прокурор уже доложил ему, и тогда уже вот это папа сказал. Чтобы папа там нас внушал, ругал, такого не было. И это очень важно сегодня воспитать в своих детях. Вот у меня был такой пример мамы, и я поэтому в детях старалась воспитать, вызвать уважение к своему отцу. Мне сегодня легко. Почему? Потому что у меня 2 взрослых детей, и вот это воспитание, вот, что отец сказал, есть закон, что есть уважение, они это воспитывают уже в своих детях. Вот Эджава, там все, Эджава, это уже все бурхом тоже для них. И нам сегодня легко. Почему? Потому что вот это вот идет благодаря маме, благодаря моей свекрови, которые прошли через все это, сумели сохранить это отношение и сумели вот это нам все передать. Наша семья вот сегодня Мучкиновых очень большая. Их 6, 3 сестры, 3 брата. И вот они очень дружат между собой, очень уважают. И вот такое уважение к мужу, я вот смотрю сегодня, думаю, это воспитали мои свекры. Такое уважение к своему старшему сыну через своих детей. Вот. Это воспитано мамой, вот когда она приезжала, ругала меня, что я не так себя веду. И когда она говорила такую вещь: никогда не говори нам плохо о своем муже. А кому я должна говорить? Никогда. Ты раз скажешь, ты 2 скажешь, 3-й раз скажешь, и у нас к нему будет негативное отношение. А сама ты будешь жить с ним. И поэтому вот оказывается, в своей семье, вот моей семье, я должна тоже воспитать уважение к своему мужу. Через слова, через поведение. Вот я думаю, боже, как же она была права. И никогда о муже никому плохо не говори, если ты с ним живешь. А я знаю, что девчата ж многие между собой разговаривая, все выносят. Этого нельзя делать, девочки мои родные. Никогда о человеке, с которым ты живешь, нельзя говорить плохо. Вы выносите все вот на базар. И этот базар обсуждает ваши отношения, вашу семейную жизнь. А вы уверены, что всегда вас поддерживают? Маловероятно. Многие подруги вас не поддерживают. И даже, может быть, плохо о вас говорят. Что вы глупо и не можете своего мужа удержать при себе. И ведь такое бывает, мы же не всегда знаем мнение своих подруг. Вот этому учила меня мама. Вот, учила, когда вот уже мы поженились, где-нибудь на каких-то там праздниках, свадьбах и так далее, мое отношение к мужу. Но, видимо, ума не хватало, я где-то показывала свое превосходство. Вот, ума не хватало там к нему обратиться: «Ой, пойди быстренько там, посмотри свою дочь» или еще что-нибудь. Мама это увидела несколько раз и говорит: «Ты их дембеше, ты что делаешь? Ты же своего мужа унижаешь». К нему, соответственно, будут относиться и родственники, и друзья, и товарищи. Я не понимала этого. Я поняла потом, вот тоже со временем. Она говорила, вот что муж сказал, правильно, неправильно, исполни тут. Дома ты потом с ним поговоришь. Вот ту фразу, которую она говорила про мужа, я сегодня говорить не буду. Но она говорила так: вот на людях промолчи, домой придешь, на головку палочкой размажешь, никто не будет знать, никто не услышит этого запаха. Вот я всегда говорю: ой, ман, ну что за ерунда, что за дребедень? Как она была права. Как она была права, почему? Потому что я сегодня вижу отношение к моему мужу, какое уважение к нему. А через это уважение рядышком и мне достается его уважение. Это все в народных традициях. И вот это
обращение. Но сегодня, конечно, очень сложно, чтобы молодые люди друг другу говорили «та» на «вы», да? Может быть, да, сложно. Уже, может быть, через этот порог не переступишь. Но уважать мужа и при людях показывать, что он хозяин семьи, мы, женщины, это можем. Какой бы он ни был хозяин, если даже вы больше получаете, если даже вы добытчик семьи, может быть, вы там 10-кратно больше получаете зарплату, хозяин семьи – ваш муж. И тогда вам легче будет воспитывать своих детей. Когда вы скажете мужу, что такая-то проблема, и когда отец будет эту проблему решать, то дети прислушаются к его мнению, потому что он хозяин. Вы не можете все охватить. Вот часть воспитания все равно ложится на плечи мужа. Но при одном условии. Если вы в детях воспитали это уважение. И никогда не говорите при детях, что вы больше зарабатываете. Никогда. Это вот мама мне внушила, какая бы ни была зарплата у мужа, он хозяин, он добытчик. Вот это понимание добытчик тоже очень важно сегодня внушить нашим детям. И я вот на Хамдане об этом говорю. Мы обязательно проводим женский круг. Мы проводим мужской круг. Мужской круг проводят наши парни из Солынга. Вот они уже постарше детей, и поэтому они понимают вот ценность мужского воспитания, отношения к окружению. Я провожу женский круг. Я говорю о том, что наши девочки самые красивые. Их надо в этом убеждать. Что они самые умные. В этом тоже надо убеждать, чтобы они реально старались получить знания. И только образованная девочка сможет воспитать хороших, воспитанных детей. Необразованная девочка, которая сегодня не пытается получить знания, никогда не сможет воспитать будущее поколение именно в этом ключе. Когда наши молодые женятся, это страсть, это красота и так далее. Но это же все проходит. И мама всегда говорила, самое главное, чтобы муж тебя жалел. По молодости я не понимала. А вот когда прошли годы, я стала понимать, почему. Потому что красота-то увядает, а остается только ум и познание мира. И если муж будет ценить твой ум, если муж будет ценить твое место в обществе, если муж будет понимать, прижилась ты в этой семье, не прижилась, вот тогда будет вот это идеальное состояние. Это все опять идет от наших age-аф, от наших мам. Сегодня я тоже могу сказать, что вот то, что познала в свое время, сегодня мне помогает выживать, да. Тяжело жить сегодня, и цены, и все, но я выживаю. Но самое главное, я выживаю в великой любви со стороны своих детей, уважение племянников. Мои внуки мне дают силы. Вот если мы будем понимать, мы постареем с годами, и если мы себе не подготовим тех людей, которые нам помогут в старости, мы можем сегодня тогда уже идти занимать место в стардоме. Если мы сегодня об этом не будем думать. Ежели мы правильно воспитаем наших детей, племянников, внуков, то старость наша обеспеченная. Когда мама мне говорила, что всякий человек стареет, и мы идем к старости каждый год, когда отмечаем дни рождения, это не в радость, а в тягость даже. Мы постарели на целый год, а постарели не в плане внешнем, а физическом, что силы уходят. И я сегодня ее понимаю. И вот еще одна вещь, которая произошла тоже со мной в детстве, я сегодня понимаю ценность того, что она сделала. Мы на дни рождения всегда кого приглашаем? Ровесников, да? Погуляли, потанцевали и так далее. Когда мне исполнилось 12 лет, я тоже хотела, чтобы пришли мои друзья. А мама позвала бабушек. Мергульче Эмкчут. Они мне называли эти бабушки, которые молятся.
И они мне назвали Бичкантангрык. Ну, это было в Городовиковске. Вот они когда молились, а я еще в школу не ходила, я с ними ходила, молилась, подавала им вот эти все вещи. Вот. А Бурхун у нас был мой старший брат. И вот они когда на крышу денежки бросали, конфеты, печенье, это в 60-х годах было. И вот я наблюдал, думаю, когда же мой брат-то на крышу поднимется? И он ждал, когда все бабушки выйдут со двора, уже Бурхан там сидит. Все подберет. И смешно, но это помнится. А я с этими бабушками ходила, и вот их молитвы за ними повторяла. Даже не думая и не понимая. Я еще рано научилась читать. И вот я иду с ними по степи в какое-нибудь соседнее село, и они мне говорили, ну, у меня калмыцкое имя Окн. Окн, а ну-ка подскажи нам молитву, допустим, которую говорят дороги. И я им читаю, и они за мной повторяют. Вот, или там Ногандерка. Я им читаю, и они за мной повторяют. Я не понимала смысла. Я просто читала. Вот, это было еще до школы. И вдруг мама, когда мне 12 лет исполняется, вот этих моих подружек зовет. Тандрак подружка ж, я так понимаю, по-колодски. Вот, Бичкантанграк. И они приходят, значит, эти бабушки. Одна мне, значит, дарит расческу, вторая — зеркало, третья — носовой платок. Я со психу чуть не померла. Нафиг мне эта мелочь нужна. Ну, когда приходят там ровесники, они же знают, что друг другу приблизительно нужно. И вдруг эти носовые платки с этими зеркальцами. Это потом до меня дошло. Я же становилась девушкой. И эти бабушки признали во мне девушку. Они меня готовили ко взрослой жизни, что девушка должна всегда быть ухожена, то бишь расческа. Что у девочки всегда должен быть носовой платок, что-то потереться. Вот это зеркальце и так далее. Я сегодня думаю, боже мой, какие же они были мудрые. Но самое главное, каждая бабушка произносит юряль. Нам каждому, вот когда мы переступаем какой-то порог, нужны юряли. А нам-то их сегодня никто не произносит. Вот эти юряли крайне необходимы нашим детям, чтобы укреплять их дух. Поэтому звали бабушек, стариков. Если мы к этому придем, если даже, допустим, бабушку позвали, ну, скажем, вот 50 лет бабушке, которая по-калмыцки не говорит. Да бог с ним, пусть она орсагар пожелает. Это же пожелание идет от сердца. То есть вот воздух сотрясаем, и это же вот по воздуху передается. Оказывается, это великое дело. И вот я сегодня думаю, боже мой, а мама мне ничего не объясняет. Сказала, вот так будет все. А я еще, значит, с ней ругаюсь, там бр-бр, нафиг мне бабушки упали, я и так их вижу. И сяхнут, я потом уже стала понимать. Это мой возраст переходный, вот бабушки благословили. Сяхан. И вот этим пониманием того, что они говорили по-калмыцки, что я ношу фамилию папы, чтобы я ее не опозорила, чтобы я весь род не опозорила, бузавский, бимдакинский. Я тоже этого не совсем понимала. А потом поняла, потому что моего отца перевели в Лагань. Вот, и мы 9 лет там жили. Он был коммунист. И вот эти слова этих бабушек я же потом помнила. Не опозорь. А мне в Лагане учитель калмыцкого языка прям напомнил, кто я. Я вначале не говорила, кто я. А он говорит, ты Бузавы Кюкинч. Я это знала. Вот, и я поняла, что мне нельзя это опозорить. Вот, так что вот эти вещи, которые пришли из детства, из стариков, вот пока мы будем помнить эти вещи, наши старики не умрут. У нас была старая гаражка, она папина гаражка была. Вот она прям, знаете, настолько была... Я, собственно, почему этих бабушек молили, знаю, потому что они вместе ходили и молились, и я ее до хат ходила рядом. Она всегда в калмыцком костюме была, вот этот подол ее широченный. Так удобно было за него запрятаться и держаться за него, калмыцкие шапки, вот эти бабушки. И вот, что касается калмыцких традиций, тоже через нее шло. Она прям вот тоже, она ужасно любила моего отца, и мама, видимо, уставала там днем в настрое, и вечером она засыпала.
А отец ходил в вечернюю школу 6 класса, потому что он коммунист, потому что была установка Городовикова: надо получить образование. И вот Гашка его ждала. И я ждала, не спала. Вот он придет из вечерней школы, а что она его ждала? Охотники рать. Она мне все подогреет, а я жду, пока он придет. И вот он придет, он еще же уроки учит. Беломор-канал курит, тут дым и так далее. И ты гадаешь, она вот пока мы ждем, и она мне вот рассказывала много про старину, про отношение к старикам и так далее. О том, что вот она постарела, детей нет, дети поумирали, а ее держат ее племянники родные. То есть вот отец мой был ее родным племянником, она у него жила. И вот она всегда говорила: фамилию моего брата не позорят. Всегда говорила. Какой у нее был брат, я по сей день не знаю, потому что не видела. Отец рано умер, и как-то ума не хватало у него все это спрашивать, расспрашивать. А сегодня уже, и мама тоже рано умерла, а сегодня я уже пользуюсь тем, что мама говорила. Вот то, что она говорила, оно в памяти всплывает. И всплывает в такой момент, когда это крайне необходимо. И вот тогда уже поступаешь так, как говорила мама. Да я помню, она всегда говорила: а Манзура. Мне казалось так обидно. А Манзура вообще рот не раскрывай. Я всегда говорила: слово не воробей. Ты скажешь, не думая о значении этого слова, оно тебе всегда вернется. Но она по-калмыцки это все говорила. Я так не могу сейчас сказать, как она говорила. И я думаю, как же она была права. Как же она была права, что не всегда надо даже высказывать свое мнение. Лучше промолчать, потому что правда, она всегда всплывет, оказывается. А ты свое мнение высказывай, может быть, ты не права, высказывая свое мнение. И человека ты этим обижаешь, унижаешь и так далее. И по отношению к мужу тоже. Промолчи. Ты его обидишь своим словом. А я знаю твой язык. И я помню еще, вы знаете, для меня потом, я когда вспоминаю, думаю, никогда больше меня никто так талдыквиля, талдык по-калмыцки, да. Вот эта Гагашка наша, мы ее не Гага звали, мы Гагашка звали. И она говорила: о, хас-дери. Для меня это вообще был, знаете, высший полет. Если она так сказала, все, значит, я реально прям такое крутое действие совершила. Я потом этого не слышала. А тогда и потом позже я поняла: боже мой, это такое простое выражение, но она настолько осмысленная. А сегодня так не говорят детям: хас-дери. А хотелось бы, чтобы сказали: да, ома наберет хас-дери. Эти мелочи всплывают, они, конечно, помогают, очень жизни помогают. И я очень надеюсь, что то, что я сказала, это моя практика жизненная. Это моя практика. Это то, через что я прошла как человек. И мне кажется, там много таких вещей происходило, которые сегодня помогут нашим детям, нашим внукам, нашим молодым людям. И если оно поможет им, если они состоятся как личности, если наши детки не потеряются за пределами республики, а многие не потерялись, многие состоялись. И я когда говорю: о, Монакос, там хорошую зарплату получает и так далее, да, они квартиры себе покупают в Москве, в Питере. И иногда приглашают: Эчка, приди там, хоть невочка молитву почитай. И я иду с удовольствием, потому что это Монакос. И в этом слове, мне кажется, Монакос все и сосредоточено. Поэтому, работая с детьми, работая с молодежью, я понимаю, что если ты любишь свой народ, ты всему научишься. Если ты любишь наших детей, ты сделаешь все возможное. Если ты любишь это прошлое своего народа, ты этому научишься и привлечешь к этому знающих людей. Это очень важно. И
я уважаю Гену Корнеева хотя бы потому, что он своими знаниями, которые он сам приобрел, он делится с людьми, делится с народом, делится с детьми. И мы всегда с удовольствием обращаемся к нему. И вот такие люди, которые именно напитаны духом народным, сегодня потихонечку, и причем, знаете, не очень громко, все-таки влияют на общество. Все-таки влияют. И эти люди не бьют себя в грудь. Я такой, там, чего-то достиг. Это делают тихо. Но я думаю, что результаты у нас будут положительные. Я думаю, что наши дети, самое главное, что мы сегодня имеем, наши дети республики состоятся как личности. Никто не потеряется ни на каком уровне, ни в каком государстве и так далее, если мы их научим уважать ту землю, по которой они ходят. Это очень важный момент.